Давным-давно, до открытия следов сверхдревней зари человечества, на стоянке Деренюрях, на реке Лене, близ города Якутска, и речи не могло быть об обитании в этих суровых широтах ранних людей. Но приполярные невзгоды лишь подстегнули жизнеспособность пращуров. Они не только населили эти суровые края, но и воплотили в своем быту всю целостность и самобытность религии Айе. Как гласит эпическое предание, наша Вселенная состоит из 3 миров. Верхний мир – это небеса. На небе живут божества Айи, добрые и злые. Главную часть неба, его верхние ярусы, занимают добрые божества во главе с Урюн-Артояном, прародителем всех добрых духов Айи. Айи – божества традиционных верований якутов. Согласно мифологии, Айи – жители верхнего мира, прародители народа Саха. Средний мир – страна человеческого племени Айи-Аймага, а в нижнем мире, Ютугат-Терде, живут Абагы, злые духи, и их предводитель Арсан Дуалай. Эпос гласит, что злые духи окутали средний мир своими дикими чарами. Души людей почернели, помыслы их стали темными, а сердце – каменным. Божества Айы защищали людей, боролись за их души. Но Арсан Дуалай все сильнее проникал в человеческие сердца, окутывая их разум смрадом и нечистой энергией. В среднем же мире богатыри вступились за свой народ, храбро защищая каждого мужчину, каждую женщину и каждое дитя от чар злых духов. Но без помощи духов они тоже были бессильны. Связь духовного человека и добрых божеств Айи помогали поддерживать шаманы. Проникая в мир духов, шаманы говорили с ними на их языке. Они совершали свои обряды камлания, сдерживая черные чары злых духов. Они вызывали дожди, страшную засуху, исцеляли больных и помогали солнцу, освещать скованные вечной мерзлотой земли. Добрые духи обращались к шаманам, чтобы не спаслать в Средний мир свое благословение. Люди, населяющие Средний мир, обращались к шаманам в самые тяжелые периоды своей жизни. Те помогали им, они провожали души умерших в иной мир, служили богам и духам, добиваясь их благосклонности для своего народа. Легенда гласит, что в периоды такого противостояния шаманы сыграли особую роль в развитии народа Саха. Их духовная сила была настолько мощной, что этот волшебный дар общения с духами мог передаваться от поколения к поколению. Эти люди считались особенными. Они могли путешествовать в иные миры и были способны регулировать всеми органами чувств. Потомки тех великих шаманов до сих пор населяют наши северные края. Их родовая связь с духами настолько велика, что каждый из современников может обратиться к ним за помощью, а те помогут ему. Мы чтим своих предков и их веру. Ту веру, которая помогает нам жить на прекрасной северной земле Олонхо. Велика наша вера, велики подвиги наших предков, добры наши духи, помыслы чисты, а сердца открыты солнцу.